Привет, YouTube! Меня зовут Вика, и сегодня у меня видео для моих подписчиков, которые проявили интерес к моей роли ведущей. Так, я в одном из видео упомянула, что у меня есть тележурналистский бэкграунд. Во время студенчества я еще начала работать в новостях в качестве корреспондента, а сразу после того, как окончила университет, меня пригласили быть ведущей. Ну, естественно, редактор называлась должность. Это не то, что можно подумать, красивая ведущая, которую укладывают, красят. Нет, были очень спартанские условия. Ты должен был и сделать 1-2 сюжета, то есть ездить на съемки, написать закадровый текст, озвучить его, потом сесть за монтаж. Ну, благо, был еще режиссер монтажа. И когда сюжеты готовы, я сама причепуривалась, да. Точно так же, как сейчас. Волосы, макияж, пиджачок, и становишься в кадр. Тогда еще не было телесуфлера, и приходилось запоминать текст. Уметь запоминать большие тексты, этот навык мне помог в прошлом году, когда меня пригласили быть ведущей шоу на НВК, Национальной вещательной компании Якутии. Там тоже не было телесуфлера, и сценарий 12, по-моему, выпусков писала я. Все слова, которые я произношу в кадре, тоже написаны мной. Но, конечно же, шоу — это всегда коллективная работа, это большая работа, вот просто гигантская и невидимая, это режиссера монтажа после съемок. И сколько приготовлений, чтобы вообще все это состоялось. Если вам интересно, то напишите. Я могу делиться своим опытом работы на телевидении. И да, не будьте так сильно строги ко мне, как ведущие. Я там никого не изображала. Я была той самой тревожной мамочкой, которой я являюсь. И как раз тогда был не очень простой у нас период. Егорка постоянно болел, у нас были проблемы то там, то сям. Я кое-как оставила ребенка с Петей в деревне, а сама уехала в Якутск, чтобы написать, сняться, чтобы быть частью этого проекта. Мы справимся. Кстати, название я сама придумала. Ну, в общем, оцените мою работу. Пишите все, что вам покажется нужным. Критику я тоже принимаю. Можете даже хейтить. Отвечу на все, особенно на комплименты. Так, вы знаете, что я первый день после публикации видео отвечаю всем. Так, ну что, поехали, посмотрим? Да, Петя, да. В командировку на 2 недели. Но у нас просто нет другого выхода. Не переживай, я справлюсь. Одна с маленьким ребенком в 4 стенах. Знакома? Сегодня наша тема очень сложная, многогранная, но важная. Родительское выгорание. Это шоу для мам и пап. Мы справимся. И я Вика Андреева. Сегодня в выпуске «Иллюзия о семейном счастье». История Александры и Семена, родителей 3 детей. Я в первую очередь принимала решение, когда и сколько детей у нас будет. Что скрывается за успешной жизнью предпринимательницы Натальи, матери 2 дочек? Малыш говорит, я тут главный, а все остальные под меня. Под какой маской скрывается выгорание? Родительское выгорание, она такая вещь, что не знаешь, когда она наступает. Психотерапевт Татьяна Сабарайкина расскажет о первых звоночках. Когда вы мама, а чувства счастья все еще нет, как быть? А смогу ли я вообще полюбить ребенка после такого? Лена Диадорова о своем эмоциональном выгорании. Материнство прикрывают счастливыми фотографиями в соцсетях. Но по-прежнему мало кто честно говорит о раздражении, бессилии,
о том, что совершенно нет времени побыть одной. Даже сходить в туалет – и то непросто. А потом выясняется, что тебе нужно не свободное время, а психотерапевт. Была ли у вас послеродовая депрессия? Не было ее. Да, в первый месяц было очень тяжело, но так таковой, какой-то очень сильной депрессии у меня вот не было. Да. После первого ребенка, после первых родов у меня была депрессия, такая на полгода очень уязвимая была, опустошение какое-то было. Нагнетает так сильно обстановка, что сидишь дома и не выйти, и как бы и муж на работе, и тяжеловато в этом плане. Ну, не знаю, я не наблюдал своей жены после родовой депрессии какой-то. Да, есть какие-то трудности, когда ребенок плачет, ты не понимаешь, что он хочет. А так, чтобы жена там встала и сказала, все, в депрессии, такого не было. Маловероятно, что такое есть, наверное. Ну, я бы не сказала то, что прям депрессия была, да, я просто скорее хотела выйти на работу. Ну, что я и сделала. После старшей дочки, вот первого ребенка, у меня немножко был бзик, конечно. Это был первый ребенок, и я слишком заморачивалась. У меня такого не было. У меня была депрессия с сыном, но во время беременности. А после родовых депрессий никогда не было. И слышал, и видел, и ощущал на себе, потому что, ну, да, это гормональное явление, с этим сталкиваются, я думаю, многие. Ничего в этом такого из ряда вон выходящего, трагического нет. Такое счастье испытать, двойное материнство, первая беременность, сын и дочь. Поэтому депрессии нет, у меня не было депрессии. Ну, честно говоря, в тот момент я думала, что у меня нет депрессии, и казалось, что это норма. Но на самом деле сейчас, пройдя вот уже этот путь, уже ребенку 4,5, я понимаю, что да, она была. Конечно, перестройка как бы от свободной жизни, да, к тому, что ты теперь принадлежишь ребенку как минимум до 3 лет, да? Нет, я думаю, нет, вообще мне некогда было депрессовать, потому что я очень активная мамочка, я не сижу просто так дома, смотрю и за старшими, мы посещаем разные кружки, я работала также, да. В первые дни я вообще не понимала, что я стала мамой, но после родов такое ощущение было, как будто я сестра. Как-то со стороны наблюдения, например, ребенок лежит, я лежу, и не понимаю, это мой ребенок? Типа такого было. Но оно прошло со второй беременностью. Мужчинам просто нужно собраться и потерпеть, вот и все. Ничего такого. Нелегкое время, но мне помогал муж. И довольно-таки быстро я вышла из этого состояния и справилась. Вообще не надо себя сильно требовать многого от себя в тот момент. И всем мамочкам хочу сказать, просто наслаждайтесь. Если хочется полежать, полежите. Грязные полы от вас никуда не убегут. Хотя бы 1 час в день выделить для себя, для того, чтобы вы были отдохнувшей, счастливой. Если будете вы счастливы, если мама счастлива, значит счастлива семья. Наши первые гости знакомы с проявлениями послеродовой депрессии не понаслышке. Александра и Семен – родители 3 дочек. Старшей Жене 7 лет, Даяне Доминикане 5 лет, а Мире – 1 год и 7 месяцев. Первые сложности начались у них после рождения 2-го ребенка. Это был огромный опыт борьбы с послеродовой депрессией. Казалось бы, к рождению 3-го ребенка родители были готовы, но и там появились свои трудности. Вместе вы 8 лет. Да. Женаты 7. Женаты 7. И сразу же у вас появились детки. Да. В течение 5 лет у нас 3 детей. Вы молодцы, герои. И получается, у вас и бабушки, и дедушки, и дяди, тети, там все смотрят ваших детей, ваших дочек? Изначально родители выстроили какую-то границу. Мы тоже уважаем их личное время. Наши дети – это осознанные дети. Родительство осознанное. Поэтому перекладывать на кого-то своих детей мы не хотим по сей день. Я сама мама и знаю, как это сложно. У меня всего лишь 1 ребенок, у вас 3 дочери. Как вы справляетесь? С первым ребенком всегда тяжело,
потому что мы были без опыта, у нас не было. А тяжело это как? Что происходило? Она родилась с гипертонусом и не могла ходить в туалет самостоятельно. Это нам через день мы вызывали скорую. Еще мы жили далеко на Сергеляхе, остались один на один с ребенком. У нас была повышенная тревога. Вот Семен, даже я помню, когда он предложил мне: Саша, давай ты будешь до 3 часов ночи сидеть у кроватки, караулить, а потом я проснусь, до 7 посижу и на работу пойду. И вот как-то мир стал крутиться вокруг этого маленького человека. И мы буквально ходили как зомби, не спали, не кушали. Все время носили на руках этого ребенка. Когда просили помощи у родителей, они приходили и говорили, что мы неправильно делаем, как надо было. Сейчас, мне кажется, это был совет. Тогда мы воспринимали это как критику. Да, как критику. Все, кроме помощи, воспринимается в штыки. И это оказалось только начало. Пока не родилась вторая дочка. Получается, у тебя маленький ребенок, грудничок, который кушает каждые 3 часа круглосуточно. Старший ребенок, но ей всего 2 года, и она не понимает, что мама нужна еще кому-то. Все пошло не так, как мы хотели, как мы планировали. Хотя это дети были запланированные. А как вы справились? Ну, со второй дочкой у нас как бы, был какой-то менее такой накопленный опыт. Мы даже просыпались, кормили ребенка по очереди. Я не брала всю ответственность на себя. Я понимал, что сидеть с маленькими детьми целый день — это ужасно утомительно. Не то слово. Не то слово, да. И поэтому после работы я приходил домой и старался как-то помочь с бытовыми этими заботами. Постирать, убрать. То, что вы разделяли полностью заботу о малышах, это как-то сказалось на вашей работе? То есть наверняка вы были не выспавшиеся, выжаты. Были проблемы, конечно, на работе. Все само собой уладилось. К услугам няни вы не прибегали? Нет. Когда я уже села по уходу, сократился доход на 1,5 раза, и возможности не было. Плюс к этому у нас еще была ипотека, до сих пор есть. Вы понимали, что это депрессия? Тогда я этого не понимала. Вот сейчас, оглядываясь назад, я понимаю, что это была та самая депрессия. Вечная усталость, недосып. Все бесит, раздражение. Да, вот я изначально приняла декретный отпуск как какой-то шанс изменить жизнь. Если бы я была все время сидела с утра до вечера на работе, то я думала, с детьми я смогу самореализоваться, больше времени уделять себе. Но это всего не случалось. Это иллюзия. Да, скажите, этого не случалось. И вроде бы я весь день занималась с детьми, пыталась как-то мужа поддержать на работе, чтобы у него были какие-то успехи, может быть, карьерный рост был. В итоге-то ничего не получалось, ничего не менялось. Не было времени. Да, просто оказывается, от меня ничего не зависит. Мои дети также не отличались от других детей. Очень много внимания нужно уделять детям, на себя времени не остается. Да, и то, что у меня внутри происходило, я до сих пор не могу описать. Мне было настолько плохо, что мне оставалось только плакать в ванной. Все. Как-то так полегчало мне после этого. Говорят, что слезотерапия — это действительно терапия. Вот со слезами выходит. Не могла об этом говорить родным. То есть вы даже тогда Семену не говорили? Нет, я скрывала это, потому что я в первую очередь принимала решение, когда и сколько детей у нас будет. Я как женщина могла этого не допустить. Я полагалась на свою силу. Семен, вы не почувствовали, что что супруга на грани? Нет, она виду не придавала. Бывала усталость, раздражительность. А то, что у нее депрессия, у меня в понятиях не было. И я даже не могу сказать сейчас, что мы справились с этим. Возможно, мы пережили. Выжили. Да, выжили. Лучше сказать, выжили. Стадия выдерживания, да, есть такая стадия выгорания. Да, и с 3-м ребенком уже начали вовремя сфокусироваться на себя, заниматься собой, больше времени, финансов уделять на себя.
Вы поняли, что нужно прежде всего поддержать себя. Да. Родительское выгорание – это не только про матерей, которые, безусловно, 24/7 рядом с ребенком, но и среди мужей то же самое. Папы, выгорают папы. Вы осознавали? Нет. Он особо не осознавал, потому что я чувствую его. И даже не предлагаю, а как будто я сама хочу и беру своих детей в охапку и уезжаю в деревню. И даете ему выдох? На месяц, да? Допустим. Он отдыхает, он не думает о нас, я его не звоню ему, там, не нагружаю бытовыми заботами, проблемами. Но по приезду зато отдыхала я, потому что в деревне стирка, готовка, все равно это никуда не девается. Тогда совет родителям, которые на стадии выгорания и сами того не осознают. Больше внимания уделять себе, заниматься спортом. Друг другу. Да. Друг друга поддерживать, чтобы было взаимопонимание. Искать решение проблемы вместе, а не искать виноватого. Да. Да, отличный совет. А будет ли среди ваших советов просить помощь окружающих? Или это не ваш случай? Не наш случай. Но вы стойки, конечно, стойки. Благодарю вас. Эй, команда! Семен Александров, мы справимся. Спасибо. Привет, у меня небольшое включение. Я знаю, что вы смотрите передачу «Мы справимся» вместе со мной, но сейчас очень важное включение. Я уже вам рассказывала, что я занимаюсь по онлайн-тренировкам fitstarts.ru. Но, знаете, меня начали напрягать длинные тренировки йоги. Я в связи с переездом никак не могла себя собрать, заставить сесть за тренировку. Пока на сайте я не наткнулась на коротенькие зарядки. 6-7 минут. Боже, вот я вам чисто сердечно признаюсь, открыла эту девушку, Ольга Дерендеева, она топ-тренер. И первое, что я от нее услышала: сегодня зарядка. А вы знаете, какой сегодня день? Сегодня самый лучший день в вашей жизни. Это одно из моих правил. Я так начинаю каждое свое утро, когда открываю глаза. Я себе всегда говорю, что сегодня самый классный день, самый лучший. И все, что сегодня происходит, все будет происходить самым наилучшим для меня образом. И вам задание. Вот. И эта девушка меня так зарядила. И я такая, дай-ка попробую. И когда я проснулась, у меня опять вот этот депрессняк, стресс, вообще все плохо, там переезд, где... И тут я своя: Вика, сегодня самый лучший день в моей жизни. Встань, сделай зарядку с Ольгой Дерендеевой. Сработало? Я уже 3 дня на позитиве. Ну, серьезно, это работает. И та-дам! Не забывайте, что у вас есть супер купон на 70% скидку на тариф безлимит навсегда. Вы знаете, там очень много тренировок, и ты можешь выбрать. Это очень ценно. Либо ты качаешь ягодицы, либо ты занимаешься суставной гимнастикой на мобильность, либо ты худеешь. Там есть и рецепты, и зарядки с детьми. Но я для себя выбрала маленькие, коротенькие зарядки. И сейчас я просто на позитиве. Всем советую. Купон Вика, все подробности в описании. Обязательно нужно перейти по ссылке, чтобы скидка засчиталась вам от меня. Все, продолжаем смотреть. На сложную тему материнской изоляции в период декрета мы нашли героиню. Наталья Решетняк, предприниматель, основатель французской пекарни и к тому же мама 2 девочек, 4 и 10 лет. После рождения второй дочери Наталья остро почувствовала, что не справляется. Наталья, здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо большое, что пришли поговорить с нами на эту сложную тему. Я считаю, что нужно об этом говорить. Да, я согласна, потому что я сама мама. У меня 2 девочки, одной 4 года, а другой 10 лет. И
несмотря на то, что я предпринимательница, вроде успешная Да, женщина. картинка И шикарная. знаете, часто бывает такое, что за вот этим красивым успехом пытаемся завуалировать и показать, что у нас все так хорошо в жизни, что у нас нет никаких проблем, мы со всеми справляемся. Да, такие супермамы. И самый частый вопрос. Как вы находите время и все успеваете? Да, То мы есть это ничего не чё? успеваем на самом деле. Вот, если не расставим приоритет. А давайте вернемся да, вот в то да, да. состояние. Вы знаете, я, наверное, вот это вот почувствовала, когда ребеночку было 4 года. Да простят меня все мамы, но я помню, отвезла свою дочку к бабушке, и я ее просто оставила, потому что я не могла находиться со своим ребенком. Это было настолько тяжело, потому что меня все раздражало настолько, меня это все бесило. И любая просьба ребенка я воспринимала какой-то острый нож в свое сердце. Вот тот момент, наверное, помощь была от бабушки, которая сказала: привози, все хорошо. И я прям согласилась, знаешь. Согласилась, сказала: все хорошо. Я ее привезла, там буквально недельку побыла, и у меня дочка где-то 3 месяца была. Знаешь, я не скучала, я это признаю. У меня было как, что я все-таки не ценности семьи посвящала всю свою жизнь, а у меня был бизнес, я больше зарабатывание денег. Знаешь, когда ребенок мешает тебе работать. И многие боятся этого сказать. Это стигматизировано в нашем обществе. Да, об этом неприлично говорить, но мы об этом говорим, потому что об этом нужно говорить. Ты плохая мама. Все, я плохая мама, мне плохо, я должна быть с ребенком. Но это ловушка. Это ловушка. Вот если говорить расстановку вот в семье, то папа на 1-м месте, мама на 2-м месте, старший ребенок на 3-м месте, на 4-м малыш. А что происходит? Малыш говорит: я тут главный, а все остальные под меня. В моем случае так и получилось, что ребенок был главнее меня, главнее моего мужа. В этом состоянии, конечно, я долгое время находилась в такой депрессии. Что вы тогда чувствовали? Слушай, чувство, знаете, какое было, наверное, беспомощности. Что я не могу повлиять на свое состояние, на состояние малыша. В моем детстве, у нас родители могли сказать: так, тебя нет, ты вот встал в угол и стой там, пожалуйста. И тебе просто нет. И твоих слов просто, их не существует. И ты тоже пытаешься вот как-то управлять ребенком, чтобы он просто замолчал, то есть повлиять физически, эмоционально, словами. Но я даже не могу сказать, что это правильно, но то, что о нем нужно говорить, и что женщина находится в таком состоянии, я, честно, считаю, что это ненормальное состояние, что все-таки нужно из него выходить. А вот вы как выкарабкались? Меня спасло распределение своей жизни на некие, знаете, я представила в виде полочек, такой красивый шкаф. На 1-ю полочку я положила свое здоровье, на 2-ю это мой доход, мои заработки, на 3-ю это моя семья, на 4-ю это мое окружение. И так далее. Да, и так далее. И когда я поняла, что есть 5-я полочка в виде моих личных интересов, и что она находится пустая, и что нужно обратить время на себя и потратить это время, чтобы все-таки мне быть наполненной женщиной, потому что невозможно отдать другим то, чего у тебя нет. Я своей дочери не могла дать любовь, сама ждала ее от других. Да, и поэтому отдав что-то или приобрести что-то, вы заполнили 5-ю полочку. 5-ю полочку я заполнила, и тогда мне стало гармонично с собой, и я перестала быть в каких-то сложных депрессиях. Я уверена, что ваша история, Наталья, стала освобождающей для многих женщин, находящихся в таком состоянии. Спасибо большое, Наталья, что пришли. Впервые синдром эмоционального выгорания был отмечен у людей, помогающих профессий – врачей, педагогов, медиков. В 70-х годах 20 века в американском городке провели эксперимент. В социальную службу набрали самых мотивированных работников. Но через пару лет с ними будто что-то случалось. Их как подменили. Клиенты начали жаловаться, что они хамят, грубят, и помощи от них не дождаться. Как вы думаете, что случилось? Да, это классический случай эмоционального выгорания.
Татьяна Васильевна Сабарайкина – уважаемый практикующий психолог, психотерапевт, директор Центра «Инсайт», преподаватель Института практической психологии в Санкт-Петербурге. Татьяна Васильевна, здравствуйте. Спасибо, что вы пришли к нам. У меня к вам сразу же вопрос. Как отличить послеродовую депрессию от родительского выгорания? И в том, и в другом случае может оказаться, что депрессии может и не быть, да? И выгорание тоже. Не все подвержены этому. Это зависит от человека. Это зависит от человека, от того, как его воспитали, от того, какое детство было у этого человека, от того, что он видел в своей жизни, когда он вырастал, да? Какие картинки он видел, когда он был маленький, как мама реагировала на детей своих, да, как она относилась к теме родительства, потому что ребенок вырастает в этой атмосфере. И вот те картинки, которые мы видим прямо вырастая, да, отношения людей друг к другу. Если вы будете, например, случаи разбирать, да, если с детством откликнулось все, там как раз вот с этой. А там же так много всего. Там же куча, миллиард травм. Там на самом деле не так много. Да? Оно одно просто... оно проявляется со взрослением, во взрослении, да. Все, поняла. И в первую очередь именно когда ты становишься родителем. Вылазит, вот тогда вылазит. А до этого он спокойно. Так, мы прошли все. Ну, то есть можно отвлекаться, там молодая жизнь, вот эти события тебя закружили. А потом уже дети, и ты остаешься один на один. И тебя очень хорошо терапевтирует твой муж, который тебе дает другую семью. Ну, здорово, слушайте. Дальше влияет очень часто, я вижу по своей работе, когда именно мамы приходят и говорят, я все уже, например, да? На пределе. На пределе, я уже всех хочу бросить, уехать куда-нибудь. Мне настолько все надоело, хотя я умом понимаю, я люблю своих детей, но то, что вот со мной это происходит, это вообще как бы не влезает в мои рамки понимания, каким родителем я хочу быть. Вот выгорание, да, он может наступить не сразу после рождения ребенка, он наступает достаточно через какое-то время, через какой-то промежуток времени. Ты думаешь, что меня это обойдет, может так быть, что тебя и настигнет. Но ты не знаешь, ты к этому вообще, никто не готов к этому. Да, у меня были такие клиенты, с которыми мы работали, да, и причины-то находили не в детях. Да, а причина первая, которую я встречаю часто, да, когда мы начинаем работать с клиентом, мы находим в его травмированном детстве. То есть, когда они плакали, к ним никто не приходил, они были ненужные, например, да, или их отдавали на время кому-то, которым как бы они не сильно нужны были. И тут ребенок все время плачет, все время требует твоего внимания. Вот это как раз ребенок начинает показывать твое состояние, в которое ты когда-то был, которое ты не смог пережить когда-то. Да, я поняла, Татьяна Васильевна. Это вот часто встречаемое, да, и поэтому мы и с мамами работаем над этим. Ну и вторая тема, с которой мы работаем очень часто, это когда выгорание, когда происходит, да, причины. Вот как раз давайте о первых признаках родительского выгорания. Оно наступает очень медленно. Обычно люди не замечают родителей. Не замечают его, сильно не замечают, думают, вот пройдет. Да. Они думают, что это усталость. Да, я устала, вот сейчас ребенок успокоится, вот или ребенок вырастет, да, у меня все будет хорошо. Ребенок уедет на каникулы к бабушке, я отдохну. А потом не наступает. А чем оно опасно? Чем это состояние опасно, родительское выгорание? Во-первых, очень сильно бьет по самооценке человека. К разрушению личности? Да, а потом человек начинает критиковать себя, говорить, что я плохой, я плохая, и ты без сил и не справляешься. Даже простейшие какие-то проблемы, которые можно было бы решить. Но не получается. Человек скатывается. Успокойтесь там и так далее, говорят тебе, воспринимайте с юмором. Самый бесящий совет. Это никогда с тобой не произойдет, потому что у тебя реально телесно прямо как будто тебя придавили. И для тебя твой ребенок кажется, как будто вот он источник, из-за чего у тебя все это происходит. Поэтому нам важнее узнать первопричины, из-за чего со мной такое происходит. Часто встречаемая причина – это когда
у человека, у мамы, у папы очень много установок. Установки звучат так: ты должна быть хорошей мамой. Ты должна быть для всех хорошей, ты должна со всеми справляться, ты должна всем угодить. Мы их называем перфекционисты. Раз ты родил ребенка, ты же видишь, как кругом все хорошо справляются, ну, ты вообще лучше должна во всех справляться с этим, да? Но это же неправда. Это да, но когда у человека сидит, это очень мощная установка, а эту установку обычно мы берем откуда? Да. Общество, кто-то или когда-то про это сказал, а мы хотим быть хорошими, мы уже ориентированы на других, а не чем на себя, и мы себе не позволяем быть какими-то плохими. И вот с этими вещами стоит работать. Татьяна Васильевна, причина всегда внутри человека. Не виноваты дети, не виновата вот эта ситуация, и нужно разбираться самому. Получится ли самому? Нет? Самому может получиться, если человек очень много читает, очень много слушает вот такие вещи. Чем больше, чем кругозор шире, да, чем мы осведомленнее, тем мы можем смотреть в ту сторону, куда можно реально смотреть. Но лучше всего, конечно, разбираться со специалистами, именно психотерапевтами. Спасибо большое. Я надеюсь, что наши телезрители поняли, что если они на грани родительского выгорания, то не нужно стесняться обратиться за помощью к специалисту. И не нужно ждать, и говорит, что все само пройдет. Да, все само не пройдет. Да. Справимся вместе со специалистом. Конечно, это будет быстрее. Когда будущая мама в положении, все ее мысли направлены на то, как произойдет ее встреча с малышом. И мысли о грудном кормлении как-то отходят на задний план. Ну, не актуально пока. Считается, что это настолько естественный процесс, что приложил к груди и все. Однако целых 65% женщин сталкиваются с трудностями. И чтобы этого не произошло, нужно основательно подготовиться. Как раз об этом в нашей рубрике «Сказка для малышей». Лена Диадорова, пожалуй, одна из самых откровенных блогерок в якутском инстаграме. Лена честно делится своими мыслями, эмоциональными переживаниями, детскими травмами, течением своей психотерапии и трудностями материнства. Лена транслирует идеи бодипозитива, преодоления страхов, принятия и бережное отношение к себе. У Лены сын и не самый простой опыт родительства. Лена, привет, спасибо, что ты в нашей студии. Начнем сразу же с самого такого острого вопроса. Я хотела бы тебя погрузить в прошлое. Можешь вспомнить свою историю родительства, как ты стала мамой, как было тяжело вот сразу после? Я не могу сказать, что прям это было сразу же тяжело. Мне было тогда только 24 года. Я была очень неопытной мамой. Я сразу же скажу, что я не планировала с самого начала, что вот у меня будет беременность и стану мамой в этом возрасте. Я думала, что это когда-то произойдет, но не в 24. Но это произошло неожиданно, и я это быстро приняла. И когда я вот уже родила, у меня скорее было беспокойство от того, что есть некое несоответствие с тем, через что я прошла во время родов, что я испытываю сейчас, что у меня происходит внутри и что мне общество транслировало, что это что-то такое классное быть мамой, что я могу бегать с ребенком в коляске, что я могу быть такой же активной, позитивной. Познаешь смысл жизни и станешь самой счастливой. Да, вот что вот оно счастье-то теперь наступило. Но я держала ребенка и не могла понять, а где, собственно, мое счастье? И у меня было ощущение, будто меня действительно обманули. Как будто вот, вот такое ощущение. Сколько это длилось? Вот ты боролась с рутиной, смотрел, тебе муж помогал? Да, конечно, мы первое время растили вместе. Мне кажется, вот этот период, когда мы с малышом вместе притирались друг к другу, он занял где-то до 4 месяцев. Это был самый адовый ад, честно скажу. И я помню, первое время я просто плакала. Плакала, потому что
моя жизнь никогда не будет прежней, что я никогда не смогу поехать на автобусе в путешествие, слушать плеер, и чтобы меня больше ничего не беспокоило. Я плакала, и когда у меня спросили: Лен, что случилось, что ты плачешь? Я говорю: ну вот я плачу после грудного вскармливания. На самом деле я просто оплакивала, наверное, то, что какая-то ушла из моей жизни беспечность. И это был, сейчас я понимаю, это был некий кризис, момент перехода от одного статуса в другой статус. От статуса свободной девушки в статус матери. И мне кажется, это хорошо признаться в своих чувствах, оплакать, потому что это действительно есть некое горевание. И потом я уже начинаю понимать, что и в материнстве, в принципе, тоже есть какие-то бенефиты, чтобы уж там не говорили мне, да. И уже начала стараться себя переключать и смотреть на какие-то позитивные стороны. Так. Я читала в книжках, что вот первое время очень сложно, потому что мне нужно будет эмоционально полностью вкладываться в ребенка, что отдачи никакой не будет, что я буду очень сильно уставать. Но этот момент, он пройдет. И действительно, это было так. Сколько это длилось? Когда это длилось, наверное, до первой такой улыбки ребенка, до его первого смеха, потом то, что ребенок начал садиться, ползать, и вместе с ним, получается, я же в очень молодом возрасте стала мамой, да, и вместе с ним росла и я тоже. Хотя я не скажу, что у меня был идеальный малыш, он ни разу не сидел в коляске. Только у меня на руках, представляешь? И мне приходилось все время его таскать на руках, и я чувствовала очень большой прессинг от моих родных, что вот я приучаю ребенка к рукам. И я действительно думала, а может я действительно приучаю его к рукам? Но потом я подумала: Господи,